Serayı burunun daşları, serayı burunun daşları, şah şah ediyor, vah vah ediyor. Şah şah ediyor, vah vah ediyor. Şahını kuşları. У нас очень музыкальная семья, хотя в семье музыкантов нету профессиональных, но все очень любят музыку. Музыка меня привлекла изначально из папиных пластинок, это очень громко звучало, и это, как правило, был рок, рок-н-ролл, джаз-рок. От этого у меня вот любовь к ритмике такой мощной. Мы жили в Красногвардейском районе, в село Менделеево, а школа была в селе Пятихатка. В этой же школе была музыкальная школа. Я занималась на пианино и думала стать пианисткой. Ну уж очень это увлекало меня, могла часами просто сидеть, заниматься, играть и разучивать эти сонаты разные. Там я вот начала солировать постепенно, где-то из музыкальной школы начиная, участвовать в разных таких местных сначала конкурсах, районных. А затем уже стала заниматься в ансамбле «Бульбулер» в Симферополе где-то с 8 лет приблизительно. И там я уже более масштабно начала выступать. Как-то раз вот я была на каникулах у моей бита, и она спела мне старую песню одну, и я захотела повторить за ней. Тогда она мне пофразово прям начала петь, и я прям нота в ноту повторяла. Потом я приехала домой и сказала, что я выучила песню, всем спела, и как-то это было так удивительно для всех, что я такую сложную песню выучила. Но я видела эту реакцию, особенно больше пожилых людей, так как такая была отдача. Люди плакали и там просили еще что-то спеть. И я тогда понимала, что необходимо учить эти песни. Любовь, да, это открытие вот сердца на эту музыку. Я поступила в 2000 году в Харьковский университет искусств имени Котляревского. По-старому это консерватория. Надо было писать научную работу уже на диплом. Сначала я выбрала тему «Страх сцены» вокалистов. И полностью эту тему проработала и принесла уже куратору моему. И она говорит, работай дальше, и все. И были летние каникулы. И за это лето дома в Крыму я что-то передумала. Эту тему оставила, вернулась осенью и сказала, я буду писать другую тему. Я буду писать особенности исполнительства крымско-татарской народной музыки. Зажегся огонь в сердце. Hani benim albandım, albandım, saramadım, aldandım. İsfiyandan yangın var, saramadım, arzum var. Я около 10 лет жила не в Крыму, и я приезжала только иногда домой на каникулы после сессий. Когда отдаляешься от дома и живешь какое-то время не в Крыму, и бываешь редко в Крыму, то начинаешь ощущать Крым, язык свой и культуру иначе. Когда ты здесь живешь, ты настолько к этому привыкаешь, что некоторые вещи перестаешь даже так ценить. Там это по-другому, ты хочешь говорить на родном языке. Когда ты видишь родного человека, ты переходишь на родной язык автоматически. Ты хочешь где-то там этот кусочек Крыма, эту атмосферу Крыма перенести прямо сюда, здесь и сейчас. И начинаешь на нем говорить, и начинаешь на нем петь.
попала на один горушу у нас здесь, Туваги, а там пели старики старинные песни. Я так присела, прислушалась к этому всему и думаю, это же нельзя потерять вот это все. Это надо обязательно все запомнить, записать и дальше над этим поработать. Открыть это как методику даже исполнения вот этого вокала. И мы походили и записали несколько людей. Стало постепенно даже собирать фольклор песенный. После этого все больше и больше работы над ним. И, конечно, вот это понимание, как это она должна звучать, как ее надо исполнять, пришло именно после этого уже. Многие конкурсы повлияли на меня как на певицу. Они давали мне развитие, давали мне внутреннюю оценку меня, как я движусь, как я расту. Был конкурс в 2013 году, это Мейдан ФМ. Тогда я исполнила старинную крымско-татарскую песню. Могла ли она пройти, мы не предполагали. Я сказала, либо мы выиграем точно, либо мы просто вылетим и проиграем все. Получилось, что песня выиграла, и мне было радостно от того, что старинная песня, она стала заметной для народа. История женщины 40-х приблизительно годов. Сняли мы в Степном Крыму, там, где мы раньше жили в детстве. Было очень жарко, было очень сложно, тем более я была в положении. А приблизительно через месяц уже родился наш сын. Yarım çıkmış merdivene, başına aman başına. Güneş vurmuş yüzüğün oldun başına. Мой муж палестинец, и у них довольно строгие традиции. Не каждому мужу, мусульманину, это будет нравиться, потому что мусульманская женщина ассоциируется точно не со сценой. Действительно, иногда мое внимание больше сконцентрировано на каких-то проектах. Я после концерта и я перед концертом. Это разные люди. Я думаю, что мой муж принял меня как жену-певицу, да, певицу, потому что он уважает меня. Уважение играет важную роль в семье. И любовь, конечно. Deniz gibiyken en Поскольку мы депортированный народ, и мы очень долго выживали, искали вот этот путь на родину, возвращались, у нас вот эта сторона как раз более отставала. Авторские интерпретации, авторская музыка, индивидуальный стиль. В какой-то момент, когда мы более благоустроились уже в Крыму, да, вот мы подросли, наше поколение, у нас уже была возможность и образование, и грамотность это работать и с этой музыкой, и объединять народную музыку. И было время и большое желание музыку эту сделать более заметной еще для других. И тот же джаз становится
сложнее от нашей музыки, потому что у нас уже свои есть черты, характер исполнения. А я, когда ее исполняю, я не убираю наше лицо, наш образ крымско-татарский. Я, наоборот, сохраняя этот образ, применяя джазовые традиции, внедряю туда крымско-татарское. Я хочу, чтобы крымско-татарская музыка была многогранной. Yağmur hasret kurudu bırak gibi bekle seni kalbim kanımda sevdalım İnkar etmem gözüne ışık oldum İnkar etmem kaderim seni devrim Senden başka dünyaya sev almadım Sözlere inanmay kimseyi çalmay tek seni dilerim. Мелодии, рожденные в Крыму, они имеют свой характер отличительный. Здесь даже голос по-другому звучит. Я всегда, когда возвращаюсь в Крым, у меня даже тембр голоса меняется. У моря меняется, по-другому звучит. А вот в степном Крыму по-другому звучит. Он приобретает какие-то другие краски. Крым успокаивает. Он как колыбель. Это действительно бешик для нас.